Потому что неправда о себе, какой ты хороший, ты такой красивый, такая рубашечка, такой молодец, служишь, все, это приятно. Но неприятно слышать правду о себе. Что ты, может быть, кого-то обидел? Нет? О, брат, сегодня будет хороший проповедь, слушай внимательно. Да, так же самое в свое время мы узнали правду о себе, что мы грешны, сами себя спасти не можем и идем в ад. Кто этого не знал, когда спасся? А вот теперь приятно не видеть. Это хорошо. Значит, вы уже хорошо слышали хорошую часть Евангелия. А теперь лучшая часть Евангелия. Вы услышали, что Иисус умер за ваши грехи. Вместо вас, на вашем месте, заплатил вашу цену, и вы уверовали в Него. И сейчас вы поднимали руки, вы свидетельствуете о том, что вы спасены. Но мы хотим сегодня услышать несколько более подробных свидетельств, чем просто рука. Несколько человек сегодня засвидетельствуют о том, как они пришли ко Христу. Может быть, вы недавно обратились, это будет утверждением для вас. Может быть, кто из вас не знал, что есть этих людей, и будет ободрением для вас. И первым, кто сегодня скажет свое личное свидетельство, мы просим брата Перри. Просим брата Перри, пожалуйста. Добрый день. Я очень рад, что я спасен. Я думаю о моем спасении, как будто это было вчера. Хотя случилось 27 лет назад, в 1983 году мне было 27 лет. Я вырос в религиозной семье. Я помню до сегодняшнего дня, как будто это было вчера, когда я стал на колени в церквах и молился Богу, но не знал Бога. Я помню, когда мне надо было просто стоять перед иконой золотым и креститься, и целовать икону, и взять кусочек хлеба из рук священника. И он дал мне немножко вина тоже. И вкусно было. Но у меня что-то лучше вина сегодня. Когда кто-то предлагает мне вино, я говорю, у меня что-то гораздо лучше вина. Он такой самый сладкий человек. Я знаю его, это мой начальник. Они говорят, кто он? Я говорю, он очень известный парень. Я знаю его лично. Можно познакомиться, потому что он очень богатый человек. Я скажу, когда я слышал 2-3 раза, кто-то стучал в двери моего дома. Хотел они в галстуке, в белой рубашке, баптисты из одной большой церкви возле моего дома. Они предлагали мне жизнь вечную. Я сказал, извините, у меня своя религия. Павел сказал, я был фарисеем, и он гнал церковь. Я был религиозным человеком, не знал Иисуса Христа, хотя стал на колени и молился Богу, но не знал его. Я помню, когда был такой карнивал, называется, там, где есть такое большое колесо. Мы катались на это колесо, и вдруг, как вчера, когда был этот шторм вчера, и так быстро мы были в самом высоком месте, в колесе, и ветер поднялся неожиданно. Я так хотел, чтобы спустились быстрее. Я помню, когда я в заднем сиденье машины, я молился Богу, сказал, Бог, помоги мне. Я молился, был не спасен, знал молиться Богу, но будучи не спасенным парнем. И потом, второй раз, стучали у двери нашего частного дома. Второй раз отказался от того свидетельства, от братьев, от той баптистской церкви. И сказал, нет, я не хочу это. У меня своя религия. Потом стал профессиональным музыкантом. Играл в барах. Играл в квартете, в трио, в квинтете. Играл и зарабатывал достаточно денег. Жизнь моя была музыка. Я спал с музыкой. Мне снилась музыка. Я кушал музыку. Вот. И я помню, когда в одном клубе саксофонист сказал, «Эй, Перри, знаешь, есть такая религия, практика, буддизм. Попробуй». И тогда музыканты
смотрели на религию из Востока. Когда Битлз начали смотреть на это, Рави Шенкар, тот, который играет на ситаре, по-моему. И потом я думал, хорошо, я попробую буддизм. Тогда у меня была весной аллергия. Вы заметили вчера или позавчера, когда нос не был в порядке, да? Забитый. У меня до сих пор, я мучаюсь аллергией весной. В то время, когда я попробовал буддизм, я стал на колени. И все вытекло из носа. И все было ясно тут. И это убедило меня в том, что буддизм, вот это что-то. Убедила меня религия. Когда вы читаете 2 главу, 2 Фессалоникийцам о том, что есть ложные знамения, я был обманутым в тот момент. Перешел от православизма к буддизму. Стал буддистом. 1 год я посвятил свою жизнь Будде. Стал на колени утром, вечером. Сидел на колени, молился. Там была коробка. Там на стене, там называется санскритом китайского языка. Надо было смотреть на это, концентрировать на это, чтобы я выходил из себя, выходил из тела. Однажды я смотрел, когда я играл на барабаны, я смотрел на руки мои, они делали то, что хотели, это не я. Я думал, они двигаются. И я не мог понять, почему они так двигаются. Знаете что, это был обман от дьявола. Музыка была моя жизнь, посвятил свою жизнь буддизму. А потом одна верная сестра, это жена моего брата, ее зовут Верла, она была уже спасена. Я сижу под деревом во дворе моего дома частного за Чикаго. Она говорит: Перри, я знаю, что я буду в раю. А ты знаешь? И спустя месяца это так мучило меня. Одно маленькое выражение. Ты знаешь, что ты будешь в раю? Сила есть в личном свидетельстве, братья. Когда Павел вышел из тюрьмы 2 года, знаешь, он не проповедовал 1 пункт, 2 пункт, 3 пункт, 4 пункт. Он просто рассказывал о том, как Христос его спас. Есть сила, друзья, в личном свидетельстве. Аминь. Аминь. Вы свидетельствовали вчера, как дождь шел. Аминь. Вы свидетельствовали о том, как Христос спас вас. Не теряйте это свидетельство, братья. Потому что ее свидетельство звучит в душе моей, как будто это было только вчера. Я очень благодарен Богу за то, что она набрала, хватает храбрости сказать мне: Перри, я знал, что я буду в раю, а ты знаешь. Я думал, что я уже лидер в той компании буддистов. Я думал, что я был кем-то, кто-то. А потом, прямо на вечеринке, друзья, в тот момент телевизор идет, MTV называется, там показывают всякие гадости. Там пиво, там бильярд, там то, что нелегально продается. Но хотя я не принимал это все. И вот именно в тот момент Бог нашел трещину в моем сердце. И как будто прямо под ногами моими землетрясение случилось. Я вышел из того дома частного, вот, там, где мы были у друга. И вообще они не знали, это было между мною, дьяволом и Богом. И в тот момент, когда Бог затронул мое сердце, благодаря свидетельству ее, я не знал, что делать. Я вышел из дома, стал на колени и начал молиться Богу. Я не знал, как молиться. А потом я переключился к буддизму. Намо ренге, намо. А потом это не удалось. Что-то в моем сердце это было как вот это как игра перетягивания канат. Тьма тянет меня туда.
свет тянул меня сюда. Я был между двумя огнями, не знал, что делать. Опять переключился к Богу. Бог, помоги мне. А потом опять переключился на море. В конце концов я взял ключи, поехал домой и лежал на кровати, на диване. Мама была там, она смотрит на меня и говорит: Перри, все в порядке с тобой? Прямо смотрела в глазах моих. Я взял руку ее, положил руку ее прямо на сердце мое. Даже не прикосновение матери не поможет тебе, брат или сестре. Надо, чтобы было это прикосновение от Бога. Она была не спасена тогда. Я поднялся до второго этажа, звонил жене брата моего, она сказала: надо принять Иисуса Христа. Сразу встал на колени возле кровати, принял Иисуса Христа. И с того времени до сегодняшнего дня я служу Господу. Я очень благодарен за то, что Бог меня спас, Иисус Христос, от вечного мучения в тот день. Я очень благодарен Богу за то, что Он дает мне жизнь. И в одном я сожалею, что я не принял Иисуса Христа раньше. Пока еще у вас возможность, отдай наилучшее Богу, и вы усмотрите, что Бог сделает в вашей жизни. Аминь. Спасибо. Ну что же, ребята, знаем, что религия не то чтобы не только не спасает, но и религия не помогает вообще. Что может дать религия, если она основана на том, что мы должны давать, что мы должны делать, стараться? Дать ничего. Дать по милости и благодати, и просто по своему богатству может только сам Бог. И только если человек обращается, он может получить милость и прощение и благодать от Бога. Только так. И хорошее свидетельство именно о том, чтобы мы помнили и знали, что бы мы не думали, что правильно, мы должны проверять, что Бог говорит. Думал, что эта религия правильная, и так хорошо кажется, и, как брат Перри сказал, был обманут, не знал, думал, что вот так хорошо, и тут здорово, и вроде тут вот такие доказательства, как многие кричат, да, там, вон там, икона плачет. Все, купол горит все. О, дьявол не слаб, а люди слабы и обманываются. Но Бог, слава Богу, сильнее. Он просто сильнее, Он величественнее, сильнее, он превыше всего этого. И слава Господу, что вы сегодня поднимали руки за свидетельство вашего спасения. Мы с вами сейчас братья и сестры. У нас одно будущее, может быть разные награды, но будущее в конце концов одно. И это здорово.